Чем нюхать, лучше сказал бы. Кто тут прошел-то? Край озера. Вот он длинными ногами тюкал бы, а тут прошелся и как канава. Край озера. А вот здесь что, обратно шел? Туда-сюда. Так, если я фотоловушку поставлю, он по одному следу ходит или может где-то дальше пройти? Еще след. Еще след, еще след. Ух ты! А вот это не след, а супер след. Это что, он поймал? Тащил, что ли, кого-то? Реально ведь ощущение, как будто тащил. Такую канаву сделал. Круто. Так, где же лучше поставить-то? Валерий, ответь. Валерий, ответь. Рацию возьми! Валерий, ответь. Ну, ладно, потом разберемся. Время – деньги. Сумерки быстро наступают. У меня рация наготове. Что там случилось? Короче, свежих следов нету. Относительно старый. Ну, Мишка с краю тут бегал. Куда ставить? Поставлю, а там как повезет уже. Все в жизни не предусмотришь. Так, где моя фотоловушка? В рюкзаке. Ну, где ты? Ну что, включаем. Welcome. Давай, welcome, так welcome. Так, что ты там ловишь? Что поймаешь, что и хорошо. Сейчас я лодку потащу, первый я буду. Ну, будет стоять 2 дня. За 2 дня пробежится ли кто-нибудь? Бог его знает, вряд ли. Но надежда умирает последней. Проверяем. Ну, понеси дальше. О, ты, блин. Ну, ремонт, так ремонт. Но мы тащили лодку, канаву сделали похлеще медведя. Все. Так. Где-то кто-то греется. Около костра. Очень замечательная штука. Все есть. Кроме одного. День короткий. Уже сумерки. Мало что успеваешь сделать. И поэтому я ягоды не стал собирать. Там совсем бы темно стало. Да, это точно. Было пару часов всякого уйдет. Так оставим или чуть раскидаем? Оставим. Кругом сыро, она в золу превратится. А так, следы будут хуже. Но стараться перестали слышать запросто, что аккумуляторы сели. Дождливая, сырая погода была. У меня на видеокамере 2 аккумулятора я поменял. Хотя вроде, -1, все. Вообще-то дождь капает, наверное, 0. Ладно, бывает. Так. Опять дождик. Ой. Ура! До сухого леса дошли. Ура! Избушка показалась. Что тут здесь? Первый до избушки дошел, да? Да. Еле-еле в темноте успели. Уже приличные сумерки. Ну, привет, избушка. Дошли. Это я ошибся. Не +1, а плюс целых 1,5 градуса. Тут дождь хлещет. Ну, второй дошел. Сегодня хоть какое октября-то? Сегодня, наверное, 9-е. 9-е? Наверное. Ну, Понедельник. 9. Пенсионеры время не наблюдают. Да. По радио в Москве снег, вчера в Вологде. Москва вообще на 1200 километров южнее нас. Что-то у нас никакого снега нету. +1, правда, но снега нету. Ну, вчера же вроде и помянули
Северо-западный ветер дует. Мимо нас. Да, мы вот так перпендикулярно остались в углу, а он дует оттуда. Ну, может быть. Финляндия нам войну объявила, так оттуда идет холод. Все на Москву. Ладно, Бог их простит. Короче, сегодня Валерий Батькович выходной, а мы с Тузиком еще тут поучимся, походим. Но я ведро взял, правда, ничего не попадается. Посмотрю, если что-то увижу, типа черники, хоть литр соберу, чернику с молоком сделаем. Так, ну ладно, рацию взял, продукты взял, жить можно. Ну ладно, Валерий Батькович, сильно не скучай. Тузик! Ну, не туда убежал, потерялся. Туда нам. Тузик, вперед! Вот то ли дело. Вперед, вперед. Давай, обед хоть себе сделай, облай. Мы тебе поможем. Привет, Пусеёк. Как поживаешь? Ну и я хорошо. Ну куда без болот? Не обойдешься. Ура, до леса дошли. Почти. Надеюсь, это не ветровом не перегородил. Зря надеялся. Вот блин. Так, что думаешь? Я тебя не укорочу, что ли? Во. Красота. Ну, хотя бы так. Ой. По хвойному лесу, где недавно дождь прошел, не очень приятно идти. Весь сырой становишься. Сырые ветки, мать их за ногу. Так, это, можно сказать, ерунда. Так, это тоже ерунда. Так, тут у нас мостик. Надеюсь, не проскользнуть через него. Для этого у нас шест. Надеюсь, ты еще целый. О, второй опустился. Ух ты, скользкая редиска. Ой, тут главное не проскользнуться. Ну и вся любовь. Прошли. О, то ли дело ему. Крутовато. Ну да ладно. Ну ты, сучок какой-то пихается. Черника у нас в октябре без листьев остается. К концу сентября вообще-то. Так, ладно. Красота вся видна. Класс. Для сбора это маловато. А попробовать. Одна красота. Так, ладно. Посмотрим дальше. А вот это, пожалуй, медведь прошел. След такой, ну, округлый. И вон еще мох задел когтями. След, шаг у него где-то сантиметров, ну, 50 есть, а то и 60. Протопал. Ягоды, что ли, собирал? Ну, у меня впереди Тузик. Тузик, обедом хочешь быть? Поэтому нюхай, где этот товарищ. А ведь точно Мишка этот ягоды собирал. След округлый, тут их много и не глубоко проваливается. Слегка только мох продавливает. Лось бы он, продавил бы. Он тяжелый, и вес у него на квадратный сантиметр резко больше, чем у медведя. И след глубже просто-напросто. Ну, где болото попадает мягкое, там медведь тоже проваливается. Валерий, ответь.
принципе, нормально. Короче, затея с черникой провалилась. Тут медведь нам топтался весь месяц, а то и больше. Все истоптал, и черники практически отдельные ягодки оставил. Перехожу на работу с тузиком. Ну, 5 секунд перекур вначале. Не, поздновато, конечно, чернику собирать. Она частично опала. Все, кому не лень, собирали. Для меня это редкая ягода. В смысле, женщинам только собирать. Как женщинам хватает силы воли такую редкую ягоду собирать? Уму непостижимо. Но для меня это маловато, чтобы собирать. О! Красота! Дошли до ручья. Где нам переправиться? Прямо, что ли? Пойдем прямо, там видно будет. За ручьем какой-то подозрительный звук. Шваркнуло. Можно было подумать, что это человек. Но тут людей-то нету в принципе. Ну, ладно, на всякий пожарный. Похоже, на Мишку напоролись, но он нас раньше увидел и драпанул от нас. И что-то по дороге шваркнул. На всякий пожарный. Ладно. Ну, тузик вперед. Ну, давай. Так. Надеюсь, ты под ногой не сломаешься. Так. Как нам залезть? Ай, шиповник. Ну что, Тузик, никого близко нету? Мать моя. А от тебя-то как перейти? Если честно, в том месте, где медведь бегает, вероятность встретить глухаря стремится к нулю. Да, Тузик? Поэтому сейчас чуть-чуть сходим и что делать? Назад пойдем, что бесполезно ходить. Валерий Батькович, как жизнь твоя молодая? Так, ну я на кухне сижу, как раз дрова занес, да пришел, услышал тебя. Надо мной гуси пролетели редиски, га-га-га. Меня увидели, га-га-га, шарахнулись. Но у меня ружье не тем заряжено было, ну вот такие дела. Ну ладно. Короче, сейчас обеденный перерыв сделаю, закушу и домой пойду.